Хазлар, у нас сегодня с вами очень интересная тема. Она, наверное, одна из наболевших тем, одна из тем, которую каждая мусульманская девушка должна знать. Но, наверное, слово «знать» недостаточное слово. Вот те вещи, о которых мы сейчас с вами будем говорить, это больше о том, что девушка или женщина приобретает в процессе воспитания, в процессе взросления. То есть вещи, которые можно, будучи взрослым, уже обучиться, понять для себя и начать практиковать. Так? Например, мы не знаем, как совершать намаз, мы не знаем, что из себя представляет ураза, но наступает время, когда мы это понимаем, осознаем и уже начинаем делать так, как мы научились. Но вот поведение и образ мусульманской девушки – это такая тема, которую очень сложно начать практиковать, только прочитав очередную книжку, перелистав несколько листов и узнав для себя, как должна вести себя, какой образ должна вбирать в себя мусульманская девушка, мусульманская женщина. К сожалению, то, что собой представляет ее образ, это в основном форма ее поведения, которую мы все с вами приобретаем очень рано. Начиная уже с 3 лет, да, формируется мышление ребенка, его понимание этого мира, и он учится строить отношения с окружающими людьми, соответственно, тому, как он взрослел, какой опыт он получал, какие наставления, какие нормы и установки давали ему его родители. Поэтому у нас с вами стоит такая нелегкая задача. Мы должны суметь совместить не только знания, но и научиться применять их в своей жизни. И перед тем, как мы перейдем к основным таким столпам этой темы, я предлагаю вам сначала избавиться мысленно от определенных стереотипов, установок, которые мы приобрели в 21 веке как современное общество. Потому что говорить о модели, правильной модели мусульманской женщине в 21 веке, особенно молодежи, очень сложно. Потому что сегодня мы, когда рассуждаем, в первую очередь, какими ценностями мы воспринимаем информацию. Свобода, да? Вот самый такой распространенный пласт, который лежит перед тем, как мы воспринимаем какую-то информацию. Ущемление, притеснение, ограничение жизни человека, да? То есть тоже к этой теме относится. Какие-то современные нормы и стандарты, которые сегодня есть приняты, развитие женщины там, и так далее. Вот прежде чем мы перейдем вот к конкретным таким постулатам, да, относительно поведения женщины, образа мусульманской девушки, нам нужно очистить себя от вот этих вот представлений, суждений и так далее. То есть воспринимать информацию как источник, который вы воспринимаете на данный момент, и только потом уже будете соизмерять с тем, что вы имеете представление какое-то. Итак, для чего вообще в исламе существуют определенные нормы, стандарты? Я уверена, что вы уже многое же из этого и так знаете. Вы же не пришли сюда в первый раз узнать, что мусульманской женщине можно, а что мусульманской женщине нельзя. То есть конкретные, серьезные вещи вы и так все знаете. Вот задумайтесь, какова цель у всех этих установок, ограничений, запретов, либо повелений для человека? То есть что они защищают, к чему призваны все эти запреты? Мы не говорим сейчас о поклонениях, мы не говорим об ураза, об намазе, к чему они призваны. Они свою функцию выполняют, мы их делаем, альхамдулиллях, знаем сами для чего, во имя кого и зачем. Основной вопрос – те границы, которые нам устанавливает религия ислам в отношении мужчин, женщин, поведения человека. К чему они призывают общество? Чему они служат? То есть зачем, какую роль играют эти запреты? Ведь не для того же, чтобы нашу с вами жизнь сделать труднее, скучнее и так далее.
Хорошо, поприближаемся. Для ограничения распутства, для сохранения морали. А это для чего? Для защиты. Для защиты чего? И женщины, и мужчин. Для защиты самого ценного в этой жизни. Чего? Что самое ценное в этой жизни для человека? Ну, конечно, у всех сейчас будет свой ответ, но один ответ есть, очень простой, знакомый для всех вас. Семья. Да? Ведь мы всегда говорим, что семья – это ядро общества, это сердце общества, это сердце нации. Чем крепче семья, тем крепче общество. Чем больше благополучных и хороших семей, тем крепче то или иное население, да, где эти семьи проживают. Чем больше таких населений, тем крепче эта страна. Чем больше и крепче и существуют такие страны, тем сильнее мир, в котором мы с вами находимся. То есть ядром, цепочкой, началом всего благополучия людей является семья. Семья имеет для нас очень важное значение. Не только для того, чтобы родить ребенка или получить вторую половинку и разделять свои хорошие и плохие дни с другим человеком. Семья для нас играет огромное значение с точки зрения нашей с вами социализации, нашего мироощущения. Человек, только находясь в семье, восполняет все свои потребности психологические. И поэтому чем крепче семья, чем благополучнее семья, тем счастливее люди вокруг. А чем больше счастливых людей, тем меньше проблем в обществе. Вы со мной согласны? Так вот теперь, если называть семью самым святым и самым ценным, что может быть в обществе, то ее защита становится очень острым вопросом. Как вот эту важную, ценную систему человеческих взаимоотношений защитить, при том, что она достаточно хрупкая? Почему семья – это очень хрупкое сплетение отношений? Потому что очень много различных факторов. Наша тема не об этом сегодня, да? Но семья настолько же бывает хрупкой, насколько она представляет из себя сама ценность. И поэтому для того, чтобы сохранить семью, религия ислам устанавливает определенные законы, правила в отношении людей. Мы сейчас не говорим о социологии, где бедные должны помогать богатым, вернее наоборот, богатые должны помогать бедным, сильные должны защищать слабых и так далее. Мы говорим об отношениях между противоположными полами, потому что когда мы говорим о поведении женщины, о нравственности мусульманской женщины, мы подразумеваем как раз-таки это, да? То есть как мусульманская девушка должна вести себя в присутствии мужчин. И, конечно же, здесь мы с вами встречаемся с определенными рамками, с определенными ограничениями, где-то с рекомендациями, которые, как мы уже успели сказать, направлены только на то, чтобы сохранить семью. Теперь вы скажете, а при чем тут поведение женщины и сохранение семьи? Возникает такой вопрос, да? То есть как сохранение семьи, защита и благополучие семьи в обществе зависит от того, какая женщина проживает рядом с этой семьей. Очень сильно взаимосвязано. Потому что по статистике 70, даже больше 70% браков распадается по причине вмешательства третьего человека со стороны, то есть другой женщины. И это не тот случай, когда у мужчины появляется еще одна женщина. Нет, это как раз-таки тот случай, когда женское поведение со стороны провоцирует такие поступки в мужчинах, или наоборот, поступки мужчин провоцируют такое поведение у женщин, которые вредят отношениям мужа и жены и распадаются семьи. Вторая причина – это алкоголизм. Алкоголизм, наркомания и предательство, супружеская измена
практически одни из самых серьезных причин, по которым распадаются семьи. И поэтому мы именно отсюда начнем говорить. Я, правда, хочу вас предупредить, чтобы вы не думали, что вот мы только на этой теме и зациклены, да, то, что там девушка, если не придерживается каких-то определенных форм, норм, поведения, все, значит, она плохая девушка. Нет, речь не об этом. Речь о том, что все-таки определенные границы, правила и установки для мусульманской женщины существуют. Для мужчины они тоже существуют. Но мы не говорим сейчас о мужчинах, мы говорим сейчас о нас с вами. Итак, первая тема, на которой я долго не буду останавливаться, она для всех знакомая, все так или иначе знают об этой теме, да? Это то, как мусульманская девушка должна выглядеть в присутствии посторонних мужчин. Да? То есть, конечно же, эта тема пересекается с темой хиджаба. Мы можем здесь лишь напомнить о том, что все-таки существует повеление Аллаха, где мусульманская женщина только в кругу близких ей людей может открывать части тела, кроме рук, лица и кончиков ног. Да? То есть уже попадая в общество мужское, мусульманская женщина должна покрывать все части тела, кроме лица, кистей рук и ног. Тут, конечно же, очень много бывает вопросов, а какие формы, а какая норма и так далее. Но мы просто сами должны понимать, что чем больше мусульманская женщина приближается к тому, что меньше и меньше видны ее части тела, тем правильнее у нее поведение с точки зрения ислама. Чем больше разных мест она позволяет себя открывать, тем больше она отдаляется от нормы, которую поставил ислам. То есть мы не говорим сейчас ни в коем случае о том, что девушки, которые соблюдают мусульманскую форму одежды, и девушки, которые не соблюдают мусульманскую форму одежды, хуже или лучше друг друга. Поверьте мне, я видела очень много случаев, очень истории, где чистота души и богобоязненность не всегда измеряется формой одежды, да? Мы это тоже всегда говорим. Но если все-таки эти рамки существуют, то вот первое правило, которое мусульманская женщина должна придерживаться в обществе посторонних мужчин, это дресс-код. Понятное дело, что хиджаб, он разный, он у разных народов разный, он по вкусовым предпочтениям может меняться, да, у каждого из нас. Но единственное, я бы хотела просто дать такую рекомендацию девушкам, которые не готовы надеть хиджаб. Да? Не каждый может это сделать сейчас, может быть, особенно у кого есть на то причины, хотя мы это не считаем оправданием, но чем скромнее мусульманская женщина одежда, тем она ближе к правильному пути. Да? То есть ведь всегда есть альтернатива: одеть обтягивающие джинсы или все-таки одеть брючки посвободнее. Да? Всегда есть альтернатива: одеть короткую футболочку или одеть одежду, которая тоже современная, тоже интересная, но все-таки она больше прикрывает наши части тела. Поэтому это одно из первых требований, которые ислам ставит для мусульманской женщины, для того, чтобы она своей красотой, своей внешностью не привлекала внимание окружающих мужчин. Вот отсюда можно даже начать поподробнее. Когда мы в наше время говорим, что основная проблема мусульманской женщины не привлекать внимание посторонних мужчин, наше общество, в котором мы находимся, достаточно сложно это воспринимает. Да? То есть мы живем с вами в таком обществе, когда привлечь постороннего мужчину считается талантом женщины. Да? Но ведь так? Чего греха таить? В нашем обществе так. И женщины могут хвастаться тем, что вот тот-то, тот-то сделал мне комплимент. Нам нравится, женщине нравится мужчинам. И вся идеология современная построена на то, чтобы сделать женщину такой, чтобы она не смущалась того, что она нравится посторонним мужчинам. Наоборот, она должна стремиться к тому, чтобы понравиться посторонним мужчине. Но скажите мне, какая хорошая идея может присутствовать в этом понимании? То есть что хорошего может быть для девушки, для мужчин в том,
что общество направлено на то, что девушка 21 века, женщина, должна нравиться посторонним мужчинам, и как бы вот она должна стремиться его заполучить. Потому что я даже когда анализирую рекламы, духов, украшений, всегда видно большими красными буквами: никто не останется равнодушным. То есть нам навязывается, что если на тебя вот так ты шла и на тебя посмотрели, или лайк поставили, значит ты понравилась, и галочка это для тебя хорошая. Вот это понимание, оно больше всего противоречит исламскому пониманию. То есть для мусульманской женщине не должно быть приятным нравиться посторонним мужчинам. Не должно ей это нравиться. И вся ее стратегия поведения, вся ее стратегия одевания, обращения с противоположным полом должна быть настроена на то, чтобы не понравиться постороннему мужчине. Почему? Как я уже говорила, потому что ничего хорошего в том, что она будет нравиться постороннему мужчине, нет. Конечно же, общество, которое зациклено на интиме и считает это главным в своей жизни, это важно, потому что это удочка, да? Это поймать очередного мужчину или очередную женщину. Но мусульманское общество живет совершенно по иным ценностям. И для мусульманской женщины, когда она понравилась настоящему мужчине, это риск того, что она переходит границу правильной девушки. И вы знаете, у меня такой в памяти возникает момент из моей жизни, когда мы, человек, наверное, 15 мусульманских женщин поехали в Стамбул и были в одном из таких интересных магазинов мусульманской одежды, подчеркиваю, уже мусульманской одежды, и я примеряла определенное платье. Оно было широкое, хорошее, в принципе, соответствовало всем нормам исламской одежды, но когда я спросила у коллеги, как? Красиво? То есть мне брать это платье, красиво или нет? Она мне сказала: я не могу ничего тебе сказать. Да, красиво, но именно поэтому не бери. То есть, я же вам сказала, откиньте, да, вот эти шаблоны, с которыми мы должны сейчас слушать нашу лекцию. Ты должна стараться не быть красивой вне дома, в обществе чужих людей, потому что тебе лично и тому, кому ты понравишься, никакой пользы от этого нет. И поэтому ты должна стесняться того, что ты хочешь выглядеть красиво возле чужих людей. Значит, где-то в намерениях есть что-то нездоровое. Ну, я сейчас утрирую, да? Но это для того, чтобы мы лучше понимали эту тему. Поэтому мусульманская женщина, ее поведение, ее одежда, даже если она, по каким-то причинам не до конца идеально, согласно мусульманским нормам, она не должна преследовать идею понравиться чужим мужчинам. Но есть еще тут такая отговорка. Я же для себя одеваюсь, да, вот я тоже сегодня оделась, я, для себя же я одеваюсь. Но нужно быть очень честным с самим собой. Для себя мы одеваемся по-настоящему, вот если мы дома так ходим, с сережками, с открытыми воротниками, с красивыми декольте, вот если мы посуду так моем и так далее, вот это точно мы одеваемся для себя. Но мы как женщины, тут чужих среди нас нет, я думаю, мы должны признать, что меньше всего мы одеваемся для себя. Если не для мужчин, то хотя бы для других женщин, которым тоже интересно показать нам себя им красивыми. Поэтому в том, что мы хотим прекращаться и быть красивыми в обществе других людей, нет ничего плохого. Мы должны стараться быть красивыми. Поэтому Аллах нас не обрезает наши границы настолько, что приказывает нам, чтобы мусульманка ходила некрасивой и ужасной. Поверьте, такое повеление могло бы быть у Аллаха, лишь бы не понравиться чужим мужчинам. Но его нет. Поэтому, как минимум, ислам хотя бы ставит границы, но чтобы мусульманская женщина соблюдала эти границы. Мы еще у мужчин не спрашиваем. Да? Вот мы все-таки, женщины, часто рассуждаем со своей стороны. Хорошо, если эта камера выключилась, да? Мы можем откровенно говорить, насколько нас, как женщин, привлекает мужская внешность. Формы, ладно. Я вам просто как психолог могу сказать, меньше всего в мужчинах
женщину на уровне возбудителя, да, интересует его внешние данные? Меньше всего. Больше всего это слова, которые мужчине и женщине может говорить. Это, возможно, это прикосновение, но меньше всего внешность. И поэтому мы думаем, что если мы немного позволили себе более так красиво одеться, я имею в виду красиво, вне рамках шариатской одежды, да, то мы думаем, что это нормально, это хорошо, но со стороны мужчины, даже самого постороннего, самого, которого мимо вас прошел, вы думаете, он вас не заметил и в вашу сторону не посмотрел. Оно воспринимается совершенно иначе. Нам нужно понимать, что это наша женская психология игнорирует внешность противоположного пола и ничего при этом, так вот раз и не испытывает, когда видит мужчину, хотя бы без футболки. У мужчин реакция совершенно другая. И даже если вы прикрыли все, но у вас очень обтягивающая одежда, то это очень-очень привлекает мужчин. Даже самого богобоязненного, самого того, который в вашу сторону вроде бы не смотрит, в нем это порождает некие чувства. То есть мы не говорим, что мужчина озабоченный и так далее, но мы, как женщины, должны об этом думать, это понимать, потому что все-таки чаще всего женщина провоцирует дурные мысли в мужчинах. Но не будем останавливаться на одежде. Мы много говорили об этом и на прошлых лекциях. Просто это часть, составляющая женского мусульманского поведения. Вот у меня девочки часто задают вопрос: «Зинпуджа, можно духи? Можно духи?» Недавно я читала интересную статью о том, как женщина и мужчина воспринимают запахи. Почему? И потом только понимаешь, что согласно шариату ароматные духи, вот и женщина с этими духами в общество мужчин, когда входит, насколько это неправильное поведение для мусульманской женщины. Потому что, оказывается, мужчины не так, как женщины воспринимают запахи. Они совершенно по-другому реагируют на исходящий от нас с вами приятный запах. Поэтому в этом вопросе тоже, естественно, существуют определенные ограничения. Но не будем зацикливаться на внешности мусульманской женщины. Она играет важную роль, но все-таки не самую главную. Но самую главную роль играет ее манера общения с противоположным полом. Здесь можно говорить очень много. Самый первый запрет, вот прям запрет, который существует в отношении чужого мужчины и чужой женщины, это то, что ни одна женщина, ни один мужчина, которые являются друг другу чужими, не могут находиться в изолированном обществе друг с другом, без присутствия третьего человека. Ну, вроде бы как понятно, да? Вроде бы как просто. Что мне делать с посторонним мужчиной одной в комнате? Понятное дело, что я, как нормальная девушка, этого не допущу. Но бывают разные ситуации, где мы из обстоятельств сложившихся подвергаемся вот тому случаю, когда женщина-мусульманка оказывается в обществе постороннего мужчины одна. Это может быть какие-то деловые мусульманские рабочие отношения, да? Когда вот просто коллеги сидят, например, во всем здании одни сидят и общаются. Насколько бы важной их беседа ни была, насколько нужной бы это общение не было, все же это поведение выходит за рамки мусульманского общения. И если мужчина сам не догадывается, то мы, как мусульманская женщина, должны покидать такое место. То есть это правило не только для избранных, не только для святых. Это самое элементарное правило, которое каждая мусульманская женщина или девушка должны придерживаться. Как только мы оказались в обществе с посторонним мужчиной и обнаружили, что кроме нас здесь больше никого нет, нужно попытаться это общество покинуть. Если не получается покинуть это общество, то достаточно хотя бы, если позволяет это условие, да, открыть дверь, например, чтобы вы были на видимой перед всеми территории, либо каким-то другим образом, либо пригласить кого-то еще в этот кабинет. Естественно, не демонстративно так, что-то зайдите, а то мы тут одни остались, да? Это тоже показывает нашу какую-то зацикленность на этом вопросе. Поэтому можно аккуратно просто позаботиться о том, чтобы кто-то появился еще кроме вас.
В общении с мужчиной практически не дозволяются все формы поведения, которые могут спровоцировать в мужчине недобрые мысли. Например, опять-таки, мужчина для мусульман – это не озабоченный объект. Это нормальный, имеющий природные данные, определенные гормоны человек, такой же, как и мы. Но мусульманская девушка задает тон всегда, причем в общении с посторонними мужчинами. И не только мусульманская девушка. Заметьте, что любое общение между мужчиной и женщиной, это я вам уже говорю опять-таки с точки зрения психологии, чаще всего зависит от того, какой тон в общении задает женщина. Мужчина, он не всегда способен быть лидером общения двух противоположных полов. Он начинает действовать только тогда, когда он получает нужные ему импульсы, сигналы со стороны противоположного пола. Мужчина начинает замечать девушку тогда, чаще всего, я не говорю, что без исключения, естественно, есть разные случаи, но даже в любовных отношениях, как бы это ни было прискорбным, первый импульс чаще всего задают девушки. То есть девушки проявляют интерес к тому, чтобы определенный человек все-таки проявил к ним интерес. И только когда девушки начинают действовать, мужчина получает от этого сигнал и тоже начинает свою смелость показывать. То есть это я говорю из опыта, из моих наблюдений, из знаний, которые нам известны о природе мужского поведения, так оно и есть. То есть сначала девушка должна подмигнуть, чтобы потом мужчина все-таки уже осмелился на более серьезные поступки. И именно поэтому мусульманской женщине очень важно контролировать манеру общения с противоположным полом. Бывают женщины очень коммуникативные, да? То есть им совершенно несложно заговорить с самым чужим мужчиной, даже проходящим рядом. Так вот, правильное мусульманское поведение женщины говорит о том, что мусульманская женщина не должна так свободно переходить в общение с мужчинами. То есть это не закомплексованная леди, которая такая неуверенная в себе и не может даже к мужчине обратиться. Нет, это умная, это воспитанная мусульманская женщина, которая без надобности с мужчинами просто так разговаривать не будет. То есть даже если это мои, как у нас сейчас модно говорить, друзья, да, то есть мои друзья, в одном обществе, в одном кафе, просто так сидеть, непонятно о чем разговаривать, мусульманской женщине не поощряется. Я не могу сказать харам, потому что все-таки, чтобы конкретное такое поведение назвать запрещенным, должны быть определенные установки с точки зрения шариата, со слов пророка, алейхиссалям, или аятов. Но в Коране есть открытый аят, если сейчас мой компьютер не заснул, я даже его открою, в котором Аллах говорит женщинам о том, чтобы они, разговаривая с мужчинами, контролировали свой тембр голоса. Когда мы разговариваем с другими людьми, даже с женщинами, мы уже осознанно контролируем свой голос. Признаем? Признаем. Когда мы берем трубку, как мы говорим? Алло. Мы всегда говорим красивее алло, чем на самом деле. Правильно? Даже если звонит нам очень близкий человек. То есть нам очень важно казаться хорошими, вежливыми, приятными женщинами. Но это тоже не просто так. Это же тоже Всевышний нам дал это качество. Именно же мужчине это тоже очень важно. Это твой даже инструмент общения с противоположным полом, а даже, может быть, с мужем, когда ты правильно умеешь эрудировать, да, разговаривать с противоположным полом. Но осознанно, я сейчас не могу найти, но осознанно утончать свой голос при разговоре с мужчинами является самым настоящим харамом. Аят нашла. «О жены пророка, вы не таковы по положению, как какая-нибудь из женщин. Если вы будете остерегаться наказания Аллаха, то не
то не будьте мягкими речью. Это положение относится ко всем верующим женщинам. Не проявляйте нежность в речах, ибо возжелает тот, в сердце которого болезнь, склонность к грехам и запретному, и говорите известной по шариату речью, без мягкости в речи. То есть это ни в коем случае не говорит о грубом тоне общения мусульманской женщины. Здесь как раз речь идет о кокетстве. Да? Когда мы что такое кокетство, же не буду я объяснять. Все знают, да? Что такое общаться с мужчиной, заигрывая с улыбкой, с таким нежным голоском. Вот это поведение для мусульманской женщины считается харам. И теперь становится страшно, потому что очень коммуникабельные женщины, которые очень легко находят общий язык со всеми, нечаянно, даже просто по своей природе переступают эту границу. То есть мусульманской женщине с чужим, вообще посторонним для нее мужчине заговорить на какую-то смешную тему, начать рассказывать анекдоты, относится тоже к этой категории. Представляете? То есть, когда мы сидим в обществе друзей и рассказываем друг другу смешную какую-то историю, и все смеются, и вы довольная, радостливая, смазливая девочка, улыбаетесь, вот это как раз-таки то поведение, которое расценивается, неправильным с точки зрения ислама. То есть здесь нужно быть очень-очень аккуратным. О том, что мусульманской женщине стоит говорить мужчине, что не стоит говорить мужчине, конечно же, мы не прописываем в шариате подробно. Единственное условие: мусульманская женщина своим поведением, своим разговором не должна в противоположном полу проецировать непонятные мысли. Вот и, пожалуйста, сами делаем вывод, на какие темы можно общаться, на какие темы все-таки нужно придерживаться строгости и так просто не рассуждать на этой теме с посторонними мужчинами. Например, как вы думаете, насколько уместно мусульманской женщине или же, конечно же, мусульманскому мужчине делать комплимент? Ничего плохого, да? Просто комплимент. То есть, например, какой у тебя сегодня красивый платочек. Или вы говорите, как вам идет черный пиджак. Очень красиво выглядит. Нормальное, да, вроде бы общение? То есть чужой мужчина, чей-то муж, может быть, чей-то брат, может быть, ваш коллега, может быть, ваш сосед. И вы говорите ему комплимент. Вам так идут то-то, то-то. Вот так, это так-то, так-то. То есть вот эти формы поведения, они не прописаны в шариате подробно, но исходя из этого аята мы можем полностью полагать, что это уже темы табу, это уже границы, когда мусульманке нельзя на личные какие-то нотки с посторонним мужчиной переходить. То есть это уже запрещается. Потому что даже мужчина, представьте себе, посторонний мужчина вам говорит: носите, пожалуйста, этот цвет, он вам очень идет. Вы даже уверены в его нормальности, вам какие чувства у вас будут? Что это странно, да? Это будет очень странно. У нас есть такая поговорка: «Байрам дегель, сейран дегель, эништем мена не опта». То есть получается, этот человек мне совершенно посторонний человек, он проявляет интерес к моей внешности. Не то, что он сидит и думает, в чем же она сегодня опять придет, а в том, что он реально заметил, в чем ты пришла, и тебе говорит, тебе так идет этот цвет. И это совершенно чужой мужчина. Так вот, мужчине тоже противопоказано с точки зрения шариата такое поведение к чужой женщине, мусульманке или неважно, не обязательно это должна быть мусульманка. Но и женщина-мусульманка должна соблюдать вот эти нормы и правила в общении с посторонними мужчинами. То есть разговоры без надобности, обычное простое общение ни о чем, может быть, даже если не относится к конкретному запрету, но все же оно уже близко к тому поведению, которое не соответствует нормам поведения мусульманской женщины. Поэтому нам нужно постепенно отказываться от такого поведения. На самом деле это очень сложно. Я же говорила в начале, потому что это те вещи, которые мы в процессе воспитания приобретаем. То есть вчера вы еще сидели нормально разговаривали, например, с двоюродным братом, да?
шутили, гуляли, а сегодня вы уже пришли, и вам нужно самой себя убедить, что все лишние разговоры отныне мне с тобой запрещены. Нужно соблюдать, естественно, золотую середину, но перестраивать нашу манеру общения с мужчинами – это один из проявлений мусульманского характера в личности. И, конечно же, это то, что мы очень утеряли. Это то, от чего мы так отошли, что сегодня мы об этих нормальных, естественных вещах говорим, а нам кажется, что это средневековье, да? Ведь так? Вот я сказала про двоюродных, троюродных братьев, потому что в категорию родных мужчин, которые тебе являются дозволенными, они не входят. Родные братья, родные эмджелер, родные дайлар, да? Дяди по папе, по маме, родные дедушки, они входят в эту категорию, но уже двоюродный брат или муж твоей сестры в эту категорию не входит. То есть это муж твоей сестры, это уже человек совершенно посторонний для тебя, и в его обществе ты должна уже соблюдать все нормы шариата, которые есть для чужого мужчины. И вот теперь мы переходим к телесным прикосновениям, потому что каждый раз, когда я говорю о муже сестры и так далее, у меня всплывают просто очень много конкретных ситуаций. Рукопожатие, да? Согласно исламским источникам, единогласно, по мнению ученых Ахль Суннет, мужчина и женщина, мы уже говорили о том, что они там разговаривать какие-нибудь не имеют права друг с другом, то тем более прикосновения для них являются недозволенными. То есть мы уже не говорим о прикосновениях, которые там люди без никяха, которые могут друг другу сделать. Мы говорим о самых простых прикосновениях, когда вот тот же двоюродный брат приехал, и что происходит? Он хочет обнять, да? У нас же так принято. Двоюродные, троюродные – это как родные почти. Да? Вот у меня самая большая была проблема, когда я об этом узнала, как мне поздороваться с моим братом, который приехал с Турции, которого я год не видела, и я уже вот платочек одела, и вот он зайдет. Для меня это было самое большое испытание. Как сделать так, чтобы его не обидеть, но в то же время не повиснуть ему на шею, и чтобы он, когда это делал, я как-то смогла со всем этим разобраться. Не осада, я выкрутилась, но мы пока живем в том обществе, где приветствие цивилизованных людей начинается с рукопожатия. И уважаемые люди, даже достаточно, которые сведущие в религии, могут позволить просто нам протянуть руку. Но наше прикосновение руки с посторонним мужчиной является для нас запретным. Тоже, как и я, не могу принять рукопожатие постороннего мужчины, как бы сегодня это в рамках цивилизованного общества не считалось нормой. Для меня это неразрешенная форма общения. И точно так же это для моего мужа. Он не может взять за руку, прикоснуться ни к какой женщине, кроме своей жены, дочерей, матери и родной сестры. Нравится вам такое условие? Я считаю, это одно из правил, которые очень сильно оберегают общество. Потому что если присутствует дозволенность на прикосновение, эти границы уже достаточно стерты. Да? Я наблюдала такие картины, когда, это нормально, наверное, для нас в обществе. Я так рассказываю, вы скажете, а что в этом такого? Мы всегда это видим, да? Когда приезжают эништелер, мужья сестер нашего, да? И я вижу, как вот сестры бегут на перегонки, вешаются на шею этим эништелерге, обнимают их, целуют. Как будто бы это вот у нас такая норма. Теперь рассуждайте исламскими мерками, насколько это ужасно. Когда я бегу и моей сестры мужа обнимаю, целую и так далее. Я недавно была на мусульманской свадьбе, вроде бы, да, когда один сотрудник женился и дали слово его поздравить. И все сотрудницы пошли поздравлять жениха и невесту, обнимать. И девушки вот с такими декольте, вот с такими накрашенными губами обнимают, а науки евалана.
Вроде бы как в нашем обществе, а что, жениха поздравляют, но я вижу, как они его прижимают, как он их прижимает. Вроде бы нормально, да? То есть вот сейчас любой человек со стороны, который нас слушает, может подумать, что мы какие-то отсталые люди, такие вещи естественные, а мы как смотрим на это как-то не в том ракурсе. Но на самом деле это ужасно, когда совершенно два чужих человека друг другу обнимаются. Я когда была маленькая, каждый раз, когда ходила на наши свадьбы татарские, еще не знала никаких шариатов, никаких хадисов. Я просто не могла понять, почему мой даишка танцует с тетей Валей. Вот просто у меня в голове это не укладывалось. Потом вдруг мой близкий другой родственник берет за руку совсем другую тетеньку, с ней в обнимку вот так вот прижавшись, танцует, а его жена сидит на стуле, на это смотрит и хлопает. То есть смотреть, мы настолько к этому привыкли, нам это кажется настолько нормально, мы это на каждой свадьбе наблюдаем, да, общий танец, дилер, все друг друга приглашают и встают. Но поверьте мне, это одно из самых ужасных вещей, которые происходят в нашем обществе. Это деморализация. То есть какие бы мы там культурные, цивилизованные людьми себя не считали, вот когда два совершенно чужих человека и полураздетая женщина обнимаются и целуют, и танцуют общий танец, ничего порядочного в этом нет. То есть это вот как раз-таки то поведение, которое нарушает не только там, ладно, грех мы зарабатываем и так далее, человека такого грехом не запугаешь. Гунахса гунах дейджеку, добро? Дженнемся дженнем, штести мой найн тура. Это первые признаки того, что в этом обществе нарушена коммуникация правильно мужчин и женщин. Если они здесь сейчас стоят нормально, танцуют, прижавшись настолько близко, то следующий шаг может быть совсем другой. И если это не происходит, это не значит, что этого никогда не случится. Если мужчина может настолько легко приблизиться к посторонней женщине, и женщина настолько легко с любым чужим мужчиной может встать и потанцевать, это говорит о том, что граница стыдливости нарушена у обоих. А где нет стыдливости, начинается что? Начинается деморализация общества. Больше всего человеку не дает совершить плохое дело, любое плохое дело, чувство стыда. И даже самый невоспитанный человек, имея это чувство, не позволяет себе делать определенные нехорошие поступки. Самое элементарное, да, в туалет мы все ходим изолированно от других людей. Чем больше у человека чувства стыда, тем меньше он готов на любые плохие поступки, аморальные поступки. Чем меньше у нас этого чувства, тем больше мы приближаемся к этому. Поэтому вот сам факт того, что мусульманская женщина может так легко, близко подойти к чужому мужчине, ни о чем хорошем не говорит. Поэтому мы знаем, что это харам, это не должно быть, это запрещено. И нам, как обществу, крымско-татарскому, мусульманскому, очень важно отходить от таких вещей. Нам говорят же часто, наши бабушки так не ходили. Да, наши бабушки так не ходили, может быть, в чем-то кто-то в чем-то прав, но вот так наши бабушки с дедушками на свадьбах никогда общий танец не танцевали. Это 100%. Я даже своих родителей, не то чтобы там чужих, маму и папу ближе 90 сантиметров, ближе метров друг к другу сидячими никогда не видела. Уж тем более, да, если говорить там о бабушках и дедушках наших. Это не мусульманская норма поведения. Нам это привили, нам это показали модным, красивым, романтичным, интересным, когда парни на свадьбу приглашают девушек, они встают. Но это совершенно не мусульманская традиция. В ней сплошное запрещенное действие. Так, что-то еще было. Если я что-то забываю, пожалуйста, подсказывайте, можете задавать вопросы, потому что у меня и шпаргалки-то даже нет. Давайте проговорим вообще
мы близко перешли к контактам. Смотреть. Смотреть. Опять-таки, еще одна травма моего детства. Были мы как-то в гостях у моей подружки, и тут по телевизору начали выступать полураздетые девушки и танцевать странные танцы. Ну, представьте, семья сидит, и по телевизору на экране раздетые девушки танцуют, очень раздетые девушки. И женщина, хозяйка дома, не переключает этот кадр. Тут уже муж начинает смущаться, говорит, ну переключи, ну тут дети сидят, ну переключи. Говорит, нет, говорит, я думала, а ее брат рядом сидит. Родной ее брат, тоже взрослый мужчина. Мы еще дети, естественно. Она говорит, я, говорит, не переключала, а я думала, ему интересно, пусть насмотрится. То есть я тогда была ужасно удивлена, мне, может быть, тогда лет 9 было, почему вот так разрешается и так просто относится к тому, что он же мужчина, ему можно смотреть на это, но ему, может быть, это даже нужно. Вот я о нем забочусь и разрешаю ему вот эти нехорошие вещи на данный момент смотреть. С точки зрения мусульманского поведения, ну давайте о мужчинах скажем, мужчине запрещено смотреть на женщину, которые открыты те части тела, которые она должна закрывать. Представляете? То есть мусульманину-мужчине харам смотреть на женщину, у которой открыты части тела, кроме лица, кистей, рук. То есть на ее волосы, на ее шею, на ее руки. Мужчине-мусульманину смотреть харам. Запрещено. Понятное дело, что во всех запретах существует отдельная ячейка, которая называется зарурет. Да? Зарурет это что? Вынужденные. Если бы не было вот этой рамки дозволенности вынужденная, которая называется мера, то всем мусульманам мира нужно было бы ослепляться, наверное. Правильно? Поэтому в некоторых условиях, конечно, вот это осознанно смотреть на женщину, у которой открыты части тела, мужчине запрещено. То есть это телевидение, да, это разные там и так далее, что угодно может быть, без особой надобности просто смотреть на женщину раздетую, мужчине харам. На одетую женщину, ту, которая все прикрыла, пристально смотреть с плохими мыслями тоже харам. То есть, когда мужчина смотрит, один раз посмотрел, как бы по необходимости, да, второй раз посмотрел тоже по необходимости, третий раз посмотрел тоже по необходимости, четвертый раз он будет смотреть просто так, нормальный человек просто так ни на что смотреть не будет. У него всегда присутствует какой-то интерес. Да? Если смотрится многократно, это уже граница. После третьего раза смотреть на женщину уже не разрешается. Этому есть очень много хадисов. Один из них я вам приведу. Однажды проходила женщина, и Хазрета Али, зять пророка, алейхиссалям, посмотрел в ее сторону и долго наблюдал, как она идет. Тогда пророк, алейхиссалям, взял его голову и развернул в обратную сторону и сказал: «О Али, не прибавляй к одному взгляду второго взгляда, потому что первый твой взгляд – это от тебя, от Аллаха, а второй взгляд, он уже от шайтана». То есть в этом хадисе, скорее всего, даже есть такой подтекст, что обычно мужчина просто так не заглядывается на женщину. Это нам интересно, где она купила каблуки, там, под цвет ли у нее юбка там, еще с чем-то. Мужчины не на эти вещи обращают внимание. Поэтому просто так смотреть на женщину мужчине харам. Долго, особенно с плохими мыслями. Женщине смотреть на мужчин дозволено, без ограничений. С единственным условием, что она не будет там фантазировать нехорошие вещи в голове. Тоже мы часто вынуждены эти вещи упоминать, потому что это в рамках нашего урока нужно сказать, да, не от того, что это острая проблема нашего общества, что там бахтон и все, уже пошла фантазия. Нет. Женщина может смотреть на мужчину, естественно, от пупка до колен, если у мужчин прикрыто, она может смотреть, наблюдать,
естественно, как мы уже сказали, да, без дурных всяких мыслей. Почему, кстати? Опять-таки, да, природа у женщины другая, она зрительно, ее мало что впечатляет зрительно, да, совершенно другие факторы воздействуют на психологию женщины. Поэтому, вот когда мы сказали о взглядах, мы затронули очень такую болезненную для всех нас тему. Потому что мужчине, как мы уже сказали, смотреть на женщину, раздетую, без причины, запрещено. Теперь, мы настолько развились как общество, чтобы посмотреть на другого человека, не обязательно, чтобы он был рядом с нами. Да? Это может быть интернет, это может быть видео, это может быть фотографии в интернете и так далее. И вот это наша самая больная тема мусульманок всего мира, не наша только, мусульманок всего мира, суметь сберечь себя от мужских глаз. Да, мусульманская девушка должна стараться скрывать себя от мужских глаз. И поверьте, вот эти даже наши уроки в интернете, вещание по интернету, оно не противоречит шариату. Но если бы не было острой необходимости таких занятий и тех просто условий, уровня просвещения страны, в которой мы живем, то и наше поведение не считалось бы идеальным поведением для мусульманской женщины. И исходя из этого вопрос, можно ли мусульманской женщине размещать фотографии в интернете? Очень сложно на него однозначно ответить, потому что как таково, если у нее все части тела прикрыты, ее фотография в интернете прямо мы не можем назвать харамом, потому что для того, это уже для тех, кто немножечко разбирается в методологии исламского права, для того, чтобы что-то назвать харамом, то есть запрещенным, нужно очень ясные доводы иметь. И поэтому, если мусульманская женщина соблюдает границы шариата, да, то есть она носит все-таки платочек, закрывает свои стыдные места, и таким образом ее фотография появляется в интернете. Это нельзя соотнести к категории запрещенных харамных вещей, все-таки. Потому что, чтобы что-то назвать харам, это очень большая ответственность. Но ее это поведение не всегда имеет правильность. Иногда оно на границе нежелательного поведения, потому что все-таки много, конечно же, зависит от намерения, да? Но самолюбование, размещение своих фотографий просто, чтобы красивое лицо показать. Если у вас на странице вообще нет друзей мужчин, вообще не проблема, можно даже что угодно, но так невозможно, чтобы было. Или, да, там бывают люди, которые мужского пола. И поэтому, если наша фотография вызывающая, интересная, красивая, демонстрирует всю нашу красоту, ее не стоит размещать. То есть, знаете, что делают мужчины? Там нас мужчины не слушают. Что делают мужчины, когда их никто не видит? Даже самые хорошие. Поверьте мне, я сколько раз ловила мусульманское общество юношей, когда они очень хорошие ребята, но они просто открывают фотографии, профили в интернете, и говорят, симпатичная, приближают, рассматривают. Да, симпатичная. Все хорошо, но вот скулы не такие, да? Да, у нее скулы не такие. А у этой все нормально, но что-то глаза, да, косят. То есть они реально сидят, обсуждают внешность. И если где-то там вы пробегали, вас невозможно было разглядеть, то там можно приблизить и на весь экран только одну родинку показать, и можно рассмотреть все. Даже представьте себе, что это не харам. То есть это не запрещено, и вообще это мало нас тревожит. Допустим, да, астагфируллах. Насколько нам приятно, что совершенно чужие мужчины в своей мужской компании открывают нашу фотографию, даже если мы в платке и все у нас нормально, и обсуждают наши тонкости, черты нашего лица. А это может быть, то есть, по крайней мере, есть такая вероятность. Поэтому, опять-таки, я повторяю, это не запрещено исламом
вот очень строго, но лишнее появление мусульманской женщины таким образом в обществе мужчин, оно все-таки ближе к неправильному поведению. В некоторых случаях обстановка вынуждает нас все-таки свои фотографии выставлять. Вот, например, в моем случае я лет, наверное, 5-6 вообще не выставляла ни одну свою фотографию. Но ситуация, которая сложилась лично вокруг меня, вынудила меня к тому, что у меня хотя бы на официальной странице должна быть фотография, где видно, кто я. Потому что сегодня очень много манипуляций от имени разных людей могут быть, да? Взламывают аккаунты, от вашего имени люди ведут различные страницы. Поэтому, если вы публичное лицо, если вам важно, чтобы от вашего имени никаких заявлений или информации не распространялось, то вынужденно вы должны показать свое лицо. Но опять-таки, смотря каким образом. У меня был случай, у меня есть тезка, моя родственница, то есть жена моего двоюродного, жена моего мужа двоюродного брата. Очень хорошая девушка, очень приятная. Тоже ее зовут Зейнеп. Так вот, у нее тоже есть страничка, и у меня есть страничка. Она Баирова, и я Баирова. И когда я была в очередной поездке вне Крыма, у меня люди спрашивают, где можно меня найти, как можно со мной связаться. Я говорю, я их всех посылаю на Facebook, говорю, вот Зейнеп Баирова, так-то, так-то, там меня найдете. Через какое-то время ко мне приходит признание, что Зейнеп, мы на твою страницу зашли, а у меня не было фотографий. У меня был значок Ватаным Крым. Там такое, в принципе, там ничего такого не было, просто моя тезка продает нижнее белье. Да, и у нее стоит фотография вот конкретно с рекламой всего этого, причем на человеке. Конечно же, у людей был шок, то есть было непонятно, кто-то мне начал говорить, что от моего имени кто-то создал фейковую страницу и этим занимается, кто-то говорит, это заговорщики, то есть специально ваше имя осквернить. Нет, на самом деле все было просто, она без всяких плохих мыслей это сделала. И после этого я установила свою фотографию, чтобы люди видели, кто такая Зейнеп и что она говорит людям. Потому что мы все-таки говорим на разные темы, и твое лицо, оно должно вызывать доверие у людей. Да? То есть если ты неизвестно что, то от того, что ты написал, что ты сказал людям, даже если с хорошими намерениями, пользы не будет. Поэтому тема вот с интернет-фотографией, она такая щипательная, она такая трудная. То есть нужно ее аккуратно обходить. То есть все-таки какие-то фотографии есть место быть в интернете, да, это может быть ваша работа, ваша деятельность, может быть это будут просто образы какие-то ваши, ну вот прям вот очень сильно близко себя в просторах интернета презентовать может оказаться таким образом, что вы окажетесь на экране любого постороннего мужчины, и это для вас, как для женщины, чести не сделает. Поэтому нужно быть немножко аккуратными. Я, конечно, против тех, кто конкретно на этой теме зациклен, там ругает всех людей, которые хотя бы одну фотографию разрешил себе загрузить, там оскверняет, сквернословит, харамом вызывает. Это другая граница, не настолько все плохо, конечно, но мы говорим о мусульманских нормах поведения, где все-таки мусульманская женщина должна скрывать себя от общества. Так трудно об этом говорить, да? Мы настолько привыкли быть на виду у общества, но я вам приведу один пример, который не для наших умов, но это образец правильности мусульманского поведения. Пророк, алейхиссалям, однажды шел по улице, встретил свою жену, и когда вернулся домой, он ей сказал: «О Айше, я сегодня тебя узнал». То есть он говорит о том, что ты сегодня шла, и я узнал тебя на улице, я узнал, что ты Айше. Вроде бы нормальное, да, поведение? Конечно, муж узнает свою жену, еще бы не узнал. Но Айше, ради Аллаху анха, настолько опечалилась этим, она сочла это за то, что она слишком демонстративно себя вела на улице, что с тех пор начала искусственно предавать себя за старуху. То есть начала делать горбик и ходить на улицу в обществе мужчин с горбиком.
Опять-таки я говорю, это не для наших умов, да, сейчас, это очень трудный пример. Это крайний пример того, но мне кажется, этот пример поможет нам разобраться, где мы должны быть. Может быть, не ходить, конечно, с горбиками. То есть очень сложно об этих вещах сейчас нам говорить. Но хотя бы попытаться быть менее красивыми и менее привлекательными в обществе чужих мужчин нам постараться обязательно нужно. Вот мы говорим об обществе мужчин. Никогда не задумывались, почему мусульманской женщине не обязательно ходить на намаз в мечеть? Мужчинам Аллах 5 раз обязывает ходить на намаз в мечеть. Не фарз, но это очень сильная сунна. И если есть в этом районе мечеть, то желательно мужчине совершать в мечети намаз. А женщине Аллах говорит, через пророка алейхиссалям в хадисах, да, что лучший намаз, который совершает женщина, это намаз, который она совершает у себя в спальной комнате, даже не в зале, не в кухне, не дома, а в спальне. Почему? Вы когда-нибудь ходили на джума намаз? Хорошо, что не ходили. Но парадоксально, мы не ходим на джума намазы, зато мы ходим в других местах, где полно других мужчин. Вот меня это всегда убивало. То есть мы в мечети заходим через разные двери. Да, у нас отдельная дверь для мужчин, отдельная дверь для женщин. Вот в каждой мечети мусульманской оно так. Но во всех других местах живо. Да? Карман-чурман, эркес бурбурнин, харашып юре. Так вот, не положено, я не говорю харам, не харам, опять-таки, но крайне неправильно, когда мусульманская женщина смешивается с обществом, где очень много мужчин. Для нее это на границе запрещенного. Один раз я по своей глупости или незнания, это было в Турции, правильная узамекоре, правильный инсан уладжахолу. Время намаза зашло, мы остановили водителей и пошли делать намаз. Был джума. Я думала, ойле сделаем. Заходим в мечеть через минарет. Какой-то там такой был проход, очень узкий. Часть через минарет проходил. Мы уже зашли, нас 10 человек было. Наверху видим мужчин. Прямо вот они стоят над нами. А вниз смотрю, опять идут мужчины. Это был джума намаз, и весь верхний этаж, который должен был быть для женщин, сидели одни мужчины. Не помещаются, оказывается, там традиция на джума намаз, женщины не ходят в мечеть, вообще они в мечеть не ходят, и поэтому там мужчины поклоняются. Мы не знали, куда деться, ни вниз, ни вверх. Вроде пошли саваб Казанмага, потом все-таки нам разрешили пройти до конца, а там это историческая мечеть, такой был балкончик в небе, в потолке, где раньше султана жены молились. Он был такой из сеточки, там ничего не видно. И вот представьте, мы идем через всех мужчин, и все... Это был коридор позора, через который мне пришлось пройти, ужасно. И заходим мы в это общество, вот этот балкончик, висячий на воздухе. Вниз смотрим мужчины, вправо мужчины, влево мужчины, сзади мужчины. И мы сидели там до последнего, пока последний мужчина не разошелся. Один раз в Кибир-Джами я нечаянно зашла сделать намаз, вернее, пораньше зашла, и вышла то же самое у нас было здесь. Поэтому женщине на такие места, как намаз, джума намаз, таравих намаз, если она не может избежать вот этого вот толкучки с мужчинами, ходить нежелательно. Но в то же время этот принцип желательно придерживаться во всех остальных сферах нашей жизни. Хорошо, в мечеть мы не ходим, потому что там очень много мужчин. Значит, надо задуматься, где мы так часто ходим, что теремся мужчинами бок об бок, что если в мечети даже нельзя этого делать, то в нашей личной жизни, где мы должны придерживаться этого правила. И, вот, например, недавно поступило предложение сходить на футбол моим друзьям. Вот скажите мне теперь, насколько правильно мусульманской женщине ходить на футбол? Не харам. Если ты спокойненько пришла, села, тебя никто не тронул, не увидел, нормально. Но это в реальности так?
скорее всего, эти болельщики будут уходить справа, слева, спереди, сзади, и ты будешь среди них япышып юрмеге. Doğru mu? То есть это я говорю к тому, что нам, как мусульманским девушкам, прежде чем влиться в какое-то общество, нужно много раз подумать, оно мне кстати, как мусульманки, или оно мне не кстати, как мусульманки. То есть мужчины и женщины по возможности всегда должны разъединяться в обществе. Если это свадьба, если это какое-то мероприятие, лучше всего, когда мужчины отдельно, женщины отдельно. Но не получается, если так, то может быть возможность такая, то есть так это сделать, чтобы в присутствии противоположных полов мужчины и женщины вели себя соответствующе. Что? Я думала, это кому-то не понравилось. Но опять-таки, демагогию разводить не стоит. У нас в школе был бунт однажды. Родители мусульмане отказались присутствовать на родительском собрании из-за того, что там мужчины и женщины вперемешку сидят. То есть на базаре они вперемешку, в автобусах они вперемешку, в магазинах, торговых центрах все вперемешку, а на родительском собрании все хотят отдельно. То есть до такого абсурда доводить тоже не стоит. Конечно же, если бы мы жили в мусульманской стране, с мусульманскими школами, все вокруг мусульмане, по-другому и быть бы не могло. Но мы находимся в таких условиях, где если мы, каждая из мусульман, соблюдает правила приличия мусульманского поведения, то в принципе ничего страшного в том, что справа сидят мужчины и слева сидят женщины, нет. Этому есть очень много разных примеров. Кстати, о том, что мужчине и женщине нежелательно вот так вот смешиваться, есть хадис пророка алейхиссалям, где пророк алейхиссалям выходит из мечети и видит, что женщины, мужчины все ходят вперемешку, и он женщинам говорит: отойдите по краям, никогда не ходите по центру дороги вместе с мужчинами. То есть это не о том, что люди, которые пытаются вражески оценивать мусульманские правила, они это приводят как пример того, что вот смотрите, женщина настолько ничтожна, что ей даже нельзя в одном ряду с мужчиной ходить. Нет, как раз таки она настолько ценна, что ей непристойно смешиваться со всеми подряд мужчинами. Она немножечко должна скромнее стоять в стороночке. То есть ей не подобает смешиваться, тереться о посторонних мужчин. Она все-таки должна соблюдать определенные границы даже в этом. Так, ну и что еще мы еще не сказали? Ну, в интернете сказали, да? Друзья добавлять можно или нельзя? По поводу добавлять друзья, наверное, надо скоро собрать фетву, да? По тому, что можно, что нельзя. Я, например, считаю, что смотря зачем и смотря кто. Вот у меня, допустим, есть несколько мужчин в друзьях. Это конкретно те люди, с которыми я соприкасаюсь в своей работе. Это не те люди, которые сидят и думают, что ж там сейчас Зеня попубликует, да? Это люди, с которыми я действительно работаю. Это люди общественные деятели, которых мнение мне интересно, которым мое мнение тоже интересно. Смотря для чего мы вообще интернет используем. Я исключительно интернет использую в целях своей работы. То есть ничего личного для меня в интернете практически нет. Если наша работа такова и наше отношение к интернету таково, то и друзья у нас это тоже же не настоящие друзья. Это не те друзья, с которыми ты сидишь, чай пьешь, кофе пьешь и дружишь. Как у меня папа один раз кого-то не добавил, я говорю: что ж вы его не добавили, вам? Он говорит: он мне друг? Он мне не друг. То есть, ну, друзья же это же в кавычках, правильно? И очень близких людей он, например, не добавил как друг. Да что он ему, по сути, не друг. Угу. Спрашивают, будет ли такой семинар для мужчин? Настойчиво спрашивают. Давайте проведем, тоже онлайн можем провести. Будут ли они нас слушать? К сожалению, мужчины сейчас немножко пассивные в отношении просвещения, интереса к просвещению. Если они захотят, пожалуйста, мы организуем за 5 секунд. И вот еще спрашивают, ну как вести себя, когда протягивают руки, поздороваться, обниматься, что делать девушка? Это зависит от уровня нашего самообладания, от уровня нашей веры. Иногда бывает так, что мы настолько
заинтересованы в том, чтобы не обидеть другого человека, что готовы на грех пойти и руку ему пожать. Бывает такая ситуация, ведь бывает. Поэтому это все зависит от уровня, от силы нашей веры. Если наша вера сильна настолько, что нам, в принципе, может быть, и не хочется человека обижать, но важнее то, что мы себя в данный момент должны защитить, просто... Интересно, пожилые дедушки, вот если руки целовать, пожилые дедушки. А и борщай-то чем? Дедушки пожилые бывают, но они всегда остаются мужчинами. Нету дедушек, которых умерли навсегда и на все. Не надо. Женщинам взрослым мы целуем руки, дедушкам, мусульманской женщине нежелательно это делать. Это очень сложно, потому что тебе нужно самому все это осознать и понимать. Но еще и окружающие все знакомые, родственники, друзья, бабушки, дедушки, Да. дедушки. Я очень хорошо это понимаю, потому что у меня, знаете, у самой, мне легко говорить, да, потому что у меня общество вот как раз, которое все это понимает. И братья, и сестры. Но раньше этого не было, да, 20 лет ушло на это, чтобы... Они поймут, кто не знает. Но если вы не начнете об этом говорить, вы подвергаете себя на хроническую эту проблему. Если вы один раз сможете решить эту проблему для себя, чуть-чуть покраснеть, чуть-чуть постыдиться этой обстановки, то она решится раз и навсегда. Вот как в случае с моим братом. Я просто засмеялась и руки в карманы засунула и сказала: «М-м». Мне было очень стыдно. Я себя чувствовала очень неловко. Потому что вчера еще мы на шее вешались, а сегодня я... Ну, все, уже 20 лет мне никто руку больше не подает. И потом это разошлось далеко, глубоко. Все начали друг другу об этом говорить, что такую проблему даже у других мусульманок, которые в нашей семье есть, тоже исчезла эта проблема. Потому что на моем примере все поняли, что этого делать не нужно. Но это было очень сложно. Очень сложно. Поэтому легко сказать, это харам же, и перестать эти вещи делать. Но нам важно, как мусульманам, учитывать не только свою богобоязненность. То есть, когда мы людям отказываем в чем-то из-за того, что Аллах этого не любит, нужно делать это очень аккуратно. Настолько аккуратно, чтобы не только ты спас свою душу и вошел в рай, но и твое поведение не спровоцировало в том человеке какое-то негативное отношение к тебе. И чтобы ты тоже его спас. Поэтому это такой хрупкий путь, по которому иногда приходится идти. Но очень важно суметь воспитать нас такими сейчас, потому что наши дети будут похожими на нас. И я знаю очень много мусульманок, которые все это знают, вроде бы все пытаются практиковать, но в какой-то момент выстреливает вот все-таки воспитание, и они не могут себя сдерживать. У меня, вот, кстати, мы сказали же про танцы, да? Вообще, по сути, мусульманской девушке в присутствии мужчин танцевать не положено. Сейчас меня услышат, заклюют, но харам. Но нельзя мусульманской женщине танцевать в присутствии посторонних мужчин. В ее движениях, какие бы эти движения ни были, ничего нет того, на что, смотря мужчине, будет польза ему, его семье и ей самой лично. У меня мысль сбежала. Я вот про танцы что-то другое хотела сказать. Вот. И у меня есть знакомая, которая, танцевала она всю жизнь. Понимаете, танцевала всю жизнь. И она уже даже в платочке, все. Как только слышит музыку, она не может. Она встает, идет и танцует. И не одна у меня такая знакомая есть. Поэтому вот вы правильно говорите, да, понимать, осознавать эти вещи мы понимаем, но суметь себя воспитать так, чтобы сдерживаться и соблюдать, это уже второстепенный вопрос. Это то, что нам сложнее всего. Но, наверное, в этом и заключается вся наша миссия. Мусульманская девушка даже со своим мужем в присутствии чужих людей не должна танцевать. Потому что здесь уже попахивает таким легким интимом.
И вроде бы даже эти люди друг другу дозволены, но глядя на них, у других людей могут возникать чувства недозволенные. Поэтому вот эти нормы нам, вообще современным девушкам, я не знаю, где эти курсы преподать, чтобы все-таки мы себя излечили как общество от этих проблем. Что я же говорю, я немножко изолирована от этого общества нахожусь, но когда я вот иногда попадаю, мне очень дико становится. То есть насколько мы глубоко иногда заходим. Şimdi deniz сезоны başlasa, Уже вошел. нелер ола нелер. Недавно смотрю фотографию одноклассницы, выставляют. 3 сестры и 3 мужа сидят в сауне. И вот это вот в интернете выставлено, и все на это смотрят. И ништесının yanında купание утра. То есть настолько это часто, что мы даже иногда не смотрим, что тут что-то ненормальное есть. Но это очень даже ненормально. Это очень вредит нашему обществу. Чем больше мы, как женщины, позволяем себе расслабляться в этих вопросах, тем больше мы порождаем аморальности в нашем обществе. Одежда, общение, взгляды, рукопожатие, прижатие, что угодно, как хотите называйте, с нашей стороны, когда не соблюдается и пропагандируется как нормально, естественно, ничего в этом плохого нет, происходит деморализация общества. То есть до греха того самого ужасного, из-за которого распадаются семьи, рукой подать. Потому что, как я уже говорила, где нет чувства скромности и стыда, там порождается зло. И предотвратить которое очень сложно. На самом деле это все должно начинаться еще с воспитания наших детей, да? Девочек, мальчиков. Ога кори остурмек. Опять-таки без крайности. У нас, например, есть курсы ислама, где занимаются дети 3-7 лет. У нас же есть еще другая категория мусульман, где одна женщина пришла записать ребенка на курсы ислама и спрашивает: а у вас мальчики и девочки отдельно? Мы говорим: нет. 3-5 лет. Это возраст, где идентификация с полом еще нет у этих детишек. Тогда у вас не халяльные курсы, и ушла. То есть это другая крайность. В исламе всегда присутствует здравый рассудок. Конечно же, воспитание полов должно начинаться с детства, но в том, что 3-летние мальчики и 3-летние девочки сидят за одним столиком и рисуют одинаковые картинки, ничего плохого нет. В практике пророка, алейхиссалям, вообще нет примеров, где до 12 лет он делил детей на мальчиков, девочек и какие-то разные к ним применял способы общения. Дети, они есть дети. Но как только нам уже наступает 12 лет, вот с этого возраста девочкам, у кого-то раньше, нужно начинать практиковать, соблюдать вот эти правила. У меня недавно я возвращаюсь со школы, и на остановке сидит дочь. Ждет меня. И просто рядом с ней сидит парень. Ну, дочке моей 12 лет. Она меньше своих годов выглядит. И рядом сидит ее одноклассник, оказывается. И я вижу их двоих. Я в этот момент забываю вообще, куда я ехала. Я останавливаю, говорю: кызым, отыр. Ну, естественно, не злюсь, ничего, просто спрашиваю. Я говорю: а кто этот парень? Он говорит: а, это просто мой одноклассник. Они спокойно сидят, разговаривают, без всякого плохого. То есть не нужно тоже утрировать, да, что все, 12 лет девочка с мальчиком возле остановки сидят, все плохо. Нет, это нормально для этого возраста. Но теперь больше моя задача, как матери, откорректировать это поведение. То есть ты сейчас маленькая, но ты должна уже понимать, что просто так сидеть с мальчиком на остановке, вот в таком прилюдном месте, где все туда-сюда ходят, сидеть с другим человеком, с посторонним, о чем-то разговаривать, тебе, как мусульманке, некрасиво это. То есть тебе это не грех сейчас, но это некрасиво. Ты мусульманская девушка. Ты должна всегда быть внимательна к тому, с кем ты говоришь, как ты говоришь. Сидишь ли ты вообще на остановке или еще где-то. Кстати, вот
если душ рядом? Можно? Да. Вопрос. В рамках разумного диалога, когда в диалоге не присутствует кокетство, и то, о чем я говорила в начале урока, можно, да. Смотрите, я не говорю, что общаться с мужчинами харам. То есть вот встретились два человека, да, вы дружите с семьями, и вот стоите, разговариваете, как ваши дела, вы забор построили, крышу поставили, а мы еще не поставили, да. Эти разговоры не харам. Нам нужно четко понимать. Как только, тут уже не важно, муж рядом или не рядом, то есть есть живое, нормальное человеческое общение, оно будет в нашем обществе. Нам запрещено нарушать те условия, которые вот нам поставлены шариатом. Не кокетничать, не заигрывать, интимные темы не затрагивать, не провоцировать нездоровый интерес к своей личности. Если мы этого придерживаемся, то можно разговаривать с посторонними мужчинами. Но опять-таки, чем меньше мы этого делаем, тем это лучше. Опять-таки, приветствие, да? Мужчины, если нас слушают, они всегда должны раньше здороваться с женщинами. То есть, когда на улице встречаются мужчина и женщина, девушка или парень, мужчина должен сказать «Салям алейкум». Женщине нежелательно, исламские ученые говорят, нежелательно женщине первой здороваться. Как это выглядит со стороны? Я иду, он идет, он молчит, а я «Салям алейкум». Вроде бы нормально, да? Но со стороны, получается, я проявляю интерес какой-то особый. Поэтому мужчина, как выше по статусу, он должен первым поздороваться с женщиной. За исключением тех, кто является очень взрослыми, важными людьми, близкими наших родителей, да, друзья наших родителей, мужчины даже. С ними можно поздороваться в знак уважения первыми в нашем обществе, в котором мы с вами живем. Мне просто папа всегда обижался, хотя он тоже соблюдает, делает все, как мы от него очень многому учились, но он не понимал одной вещи. Вот все твои подружки мимо меня проходят, а мы же все правильные. Никто не говорит «Салям алейкум». То есть в какие ворота это лезет, да? То есть дети, как мои дети, мимо проходят «Салям бермелер». То есть нужно эти вещи тоже учить. Да, мужчина должен первый поздороваться, но если ты 17-18-летняя девушка, и тут сенен достан он буюк бабан яшин добрый инсан уса, то тогда скромно поприветствовать, ничего в этом плохого нет. То же самое с коллегами, да, по работе. То есть вы работаете вместе, он где-то встретились, конечно же, суруп кетмейeceksin, селям берeceksin, onun selamını alacaksın, в этом ничего плохого нет. Или вот когда приходят гости в дом, да, я выросла в таком обществе, что когда приходил мужчина, женщины дома уходили, как будто их в этом доме нет. Дверь открывал мужчина и заводил. И если нужно было подать поднос или занести кофе в комнату, где сидели мужчины, то я наблюдала такую картину, когда женщина, хозяйка дома, стучит в дверь, вызывает мужа, муж берет поднос и заходит, заносит его в общество мужчин. Но вот это вот идеальная модель поведения. Но если все-таки женщина зашла в комнату, где сидят гости, занесла кофе, поставила, это не харам. То есть она может зайти, она может поздороваться, поприветствовать людей, которые пришли к ней в дом, занести еду и уйти. На этот случай есть два примера из жизни пророка, алейхиссалям. Я сейчас имя не вспомню, но, иншаллах, в моей будущей книге все это тоже есть. Когда один сахаб женился, и на следующее утро пророк, алейхиссалям, и несколько мусульман пошли поздравить его с этим. И Джафер, ради Аллаху анху, говорит, что когда они пошли приветствовать этого сподвижника со свадьбой, за ними ухаживала, им прислуживала никто иной, как его новая жена. То есть вот этот хадис приводит в довод к тому, что может женщина выйти, поприветствовать гостей, отнести им кофе. То есть мы одно общество здоровое, да, в котором мы находимся, прятаться, избегать, убегать километрами. Это тоже неправильное поведение. Но все-таки придерживаться скромности, лишний раз не проявлять интерес к мужскому обществу, вот это правильное поведение мусульманской женщины. А давайте мы на эту тему сделаем отдельную лекцию. Как выбрать будущего супруга, не разговаривая с ним, да?
Если это общение на уровне знакомства, ничего в этом плохого нет. То есть, пожалуйста, разговариваешь, знакомишься. Но как только начинается граница вот тех условий в общении нарушаться, все это уже к запрещенному относится. Как только кокетничать начала, красный сигнал загорелся. Вот тут спрашивают насчет целования рук старшим. Дозволено ли это? Говорят, что это может запрещено. Olmay. Bitayların koluna öpüyoruz. Harbabayların kollarına. Нет, именно вот вообще целовать нормально, даже если... Просто целовать? Да, нормально. Того, что противоречит шариату, в этой традиции ничего нет. То есть, если мы бабушкам руки поцеловали, мы не нарушили ничто из установок шариата. Мы не поклонились этому человеку, мы не возвысили его на уровень божества. Мы проявили уважение. В каждом народе знаки уважения проявляются по-разному. У арабов нет такой традиции целовать руки. Но это не значит, что у турков-мусульман, у тюркских народов тоже не может быть такой традиции. Нету ни одного довода, который бы говорил о том, что целовать руки взрослым людям, родителям или бабушке своей, это харам. Проблема, когда это противоположный пол, к сожалению. Я надеюсь, что наши дедушки это с пониманием воспримут. Мусульманской девушке нельзя целовать руки мужчине, даже если ему уже 100 лет. Закроем нашу тему на этом. А Да? вот в интернете, допустим, ну там поведение в интернете тоже же, как и в обществе, аналогично, да? Но там же есть, допустим, различные знаки, которые тоже обозначают тот же самый клин. Допустим, те же лайки. Ну, конечно. Допустим, запретная картинка, а ты там, чтобы человеку угодить, там поставил лайк. Да? Я же говорю, надо целую издать новую фетву Да. по отношениям в виртуальном мире. К сожалению, это тоже наш мир. Так вот, да, одобрение, оно проявляется по-разному. Если, например, в этой жизни, в реальных отношениях мы человека хвалим за какой-то поступок словами, да, молодец, сделал то-то, то-то, то в том мире виртуальном мы делаем это через лайки или через репосты. И вот лайк приравнивается к одобрению, да, если мы правильно рассуждаем. Если вы поставили лайк куда-то, значит, вы это одобрили. А следовательно, если это то, чему вы лайкнули, с точки зрения ислама никаким образом не поощряется, то значит, вы одобрили, в принципе, то, что исламу противоречит. Здесь может быть что-то хорошее, ничего хорошего быть не может. Я иногда читаю очень интересные статьи, но не могу их не лайкнуть. Лайкнуть, ладно, но репостнуть их не могу, потому что на заставке обычно бывает ужасная фотография. Даже с хорошим намерением этого сделать, ну, это уже трепетность, наверное, в отношении, в соблюдении правильности всех этих правил. Но это тоже мир, там тоже есть правила, и тоже надо играть по-мусульмански в этом мире. Все подряд не лайкать. Особенно я против, очень против тем, очень много мусульман их проходит, почему-то еще и выставляют в Фейсбуке, кто ты был в бывшей жизни, или кем бы ты была, если бы там у тебя еще что-то, кто у тебя родится в этом году, что тебя ждет в этом году. Видели же такие штучки? Всякие не всякие, но конкретно вот такие тесты с нотками какой-то телепатии, там, гадания, даже если это глупость. Понятно, что никто в это не верит. Но вот участвовать во всем этом, одобрение всего этого, желательно нам от этого воздерживаться. То есть не делать это. Тут вообще можно отдельную лекцию, да, провести. Халял, фейсбукинг, инстаграминг. Это другая тема, иншаллах. Нас сегодня, наша задача была сегодня поговорить о нас с вами, как о мусульманках, как о женщинах, как о девушках. Я уверена, что мы очень много чего еще не обсудили. Мы 1,5 часа уже беседуем, но охватить все эти темы за один раз невозможно. Просто сегодня мы попытались дать такое общее представление о том, чего от нас требуется, что от нас нужно. Иншаллах. Я думаю, эта лекция была полезна всем. Мне в первую очередь как напоминание, вам, иншаллах.
Если что-то мы не досказали, где-то что-то выразились не так, что поспособствовали немножко другому пониманию, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите на Файдал Илим. Мы еще раз рассмотрим эту тему и ответим на все вопросы. Договорились? Рада была вас всех видеть. Иншаллах, я справилась с вашим заказом, с вашими интересами. Кенеде текралаем, бірші аңлашылмағанда болса, можете лично мне писать и спрашивать даже.